إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша сегодняшняя проповедь «Фадлу шахр Мухаррам, васияма Ашура», достоинство месяца Мухаррама и пост дня Ашура. Сейчас мы находимся в месяц Мухаррам, запрещенный месяц. Хотел бы рассказать вам проповедь о хиджабе и достоинстве хиджаба, потому что со стороны так называемых организаций Даруль Ифта Русия, Угойру Русия, Худжум аль-Хиджаб шар'и. Со стороны некоторых так называемых муфтиятов идут нападки на хиджаб шариатский. На шариатский хиджаб. Хиджаб в арабском языке имеется в виду ситр, прикрытие женщины. Баракаллаху фикум. Об этом в втором хутбате чуть расскажем. Однако расскажем вам, дорогие верующие, Ашура, потому что событие происходит быстро очень, и это приближение конца света. Люди сами разрушают этот мир. Инна Раббана Субханаху Васил Ата. Аллах Субхану Ва Та'аля на самом-то деле много дает своим рабам. Много. Аллах щедр своими рабами, дорогие верующие. И Он своей милостью дал нам месяц Мухаррам. Дал дожить до этого месяца Мухаррама. Месяц Мухаррам, он запретный месяц. Посланник, саллаллаху алейхи, не сделал хиджру в месяц Мухаррам. Он сделал хиджру, дорогие верующие, месяц Джумад-аль-Ауаль. Посланник, саллаллаху алейхи, сделал хиджру в понедельник, но не сделал он месяц Мухаррам хиджру. Итак, «Умин фадлиллахи та'аля ва хикмати» из достоинства Аллаха, дорогие верующие, что Он почтил эту общину, Его мудрости, что Он нам даровал некоторые вещи особенные. Особые месяца Аллах даровал нам. И мы, когда придерживаемся запретом, имеется в виду, исполняем приказы Аллаха, оставляем запретности, у нас увеличиваются наши награды. Когда мы оставляем харам, из-за этого бывает награда, валлахи бывает. И ты сам чувствуешь, как твой иман поднимается. Когда ты не смотришь на харам, когда ты отказываешься от этого харама, Аллах тебе заменяет лучшим. И ты это чувствуешь своим иманом. Но когда у тебя не хватает имана, веры, когда не хватает, ты этого не понимаешь, не чувствуешь. Когда ты меняешь харам на халяль, ты чувствуешь, как иман поднимается. Баракаллаху фикум. И Аллах, Субхану Ва Та'аля, как предпочел месяца, Он также предпочел пророков. Особенности пророков каких? Посланников, уль-азми минар русуль, как сказано в хадисе. Избранные пророки какие, да, баракаллаху фикум. Это Нух, алейхиссалям, которые перенесли трудности призыва. Они были стойкие в призыве. Они призывали свой народ. Пророк Нух, Аллах его спас. Также говорится в версии имама Ахмада, имам Ахмад бин Хамбаль, его муснаде говорится, что Аллах спас Нуха и его ковчег, и он стал на горе Джуди, именно месяц Мухаррам, 10-й день Ашура. Итак, дорогие верующие, и второй пророк, кто? Уль-азми минар русуль, Ибрахим, алейхиссалам, который перенесли самые трудности из этих пророков. Ибрахим, алейхиссалам, призывы, когда он призывал свой народ. Его же народ его изгнал. Над пророком Нухом издевались его же народ. Над Ибрагимом издевался его же народ. Над пророком Муса, алейхиссалам, теперь. Муса был из Бану Исраиля. Его же народ издевался над ним. Его же народ сказал ему: иди ты и твой Господь, освобождай Иерусалим. Итак, четвертый пророк Иса, алейхиссалам. Его же народ оклеветал Бану Исраиль, его же оклеветали. Они перенесли трудности в призыве. У Муса, алейхиссалам, в Таурате очень много ахкамов было шариатских. У Исы столько ахкамов не было. Баракаллаху фикум, в Евангелии, Инджиле не было столько ахкамов шариатских. Однако перенес он трудности от своего народа,
от своего окружения перенес он трудности. Его мать Марьям, алейхиссалату вассалам. Пусть им будет всем миром от Аллаха. Пятый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. Это избранные пророки, мир им всем. Аллах предпочитает одних над другими, как месяца над другими месяцами, как дни над другими днями, как ночи над другими ночами. Также пророков Аллах субхану ва та'аля предпочитает, как людей предпочитает. Только русулю фаддална ба'дум аля ба'дин, Аллах сказал. Эти посланники, которые Аллах предпочел одних над другими. То есть не все пророки и посланники одинаковы. У них есть свое достоинство каждому своему. Юфаддаль ба'д азмани, как мы сказали, Аллах предпочитает времена над другими временами. В суре Таубе 36 аяте, что нам говорит Аллах? Инна иддата шурура инда Аллахи 12 шахра фи китабилlah. Йома халака ас-самавати вал арда минха арба'ату хурум. Залика динул каййим. Фала тазлиму фихинна анфусакум. В суре Таубе, сура Тауба, покаяние называется. Аллах призывает нас, объясняет нам, и именно в покаянии, что у Аллаха месяца, дорогие верующие, 12 месяцев в Коране, фи китабилlah. После того, как Аллах создал небеса и земли, есть они 12 месяцев. Скажет, Коран позже же послан. Коран был в Лаухе Махфузе, дорогой верующий. Коран – это речь Аллаха, и это его знание. Не забывай, это тебе послан последний. Это был у Аллаха, дорогой верующий. Йома халяка самавати валь ард. После того, как Аллах создал небеса и земли, было всего лишь 12 месяцев. Из них, Аллах сказал, 4 запрещенные месяца. Даже многобожники арабы понимали, что запрещено в эти месяца делать запретные деяния, тем более. Пропускать обязанности, тем более. Залика дин каййим, Аллах говорит. Если вы будете придерживаться законам Аллаха, это ценная, священная религия будет. А если человек не будет придерживаться законам Аллаха, даже в хараме, харам будет уже притесненным, разрушен будет харам. Имеется в виду, Мекка будет разрушена, если мусульмане не будут придерживаться законам Аллаха. Фаля тазлиму фихинна анфусакум. Аллах говорит, не притесняйте самих себя, не губите самих себя. Представляете, многобожие люди делают в эти месяца. И посланник, саллаллаху алейхи, сказал в хадисе Бухари: «Ас-санату исна ашара шахра». Год 12 месяцев, он сказал. Из них 4 запретные, арбаату хурум, он сказал. Салатату мутавалия, 3 подряд идут месяца. Какие из них 3 подряд, сказал посланник, саллаллаху алейхи, Зуль-Ки'ада, Зуль-Хиджа, Мухаррам, который сейчас мы находимся. Вараджаб мудр аллади байна джамади ва ша'бан. Месяц Раджаб между называется Джумади и Ша'бан месяцем находится. Посланник, саллаллаху алейхи, об этом нам сообщил. Наше дело верить и следовать. И дальше Ибн Аббас приводит аят: «Фала тазлиму фихинна анфусакум». Аллах субхану ва та'аля, когда нам говорит, не притесняйте свои души в месяц запретный. И он говорит, Ибн Аббас: «Ихтасса мин далик арбаат ашхур». Аллах выделил из них 4 месяца. «Фаджа'алахунна хараман», сделал для нас запрещенные. «Ва'аззама хуруматихинна». Аллах сделал хурмат, запрещенность этих месяцев, великим. «Ваджа'аля дамба фихи а'зам». Грех в эти месяца больше Аллах сделал. «Валь-амалю салих, валь-аджр а'зам». Если ты доброе дело сделал, поддержал своих братьев, как в Газе и других местах, притесненные братья, мусульмане, женщины, дети убиваются. Хоть дуа сделай, если ты не можешь помочь им. Хоть дуа сделай, баракаллаху фикум. И не помогать, видя всю эту картину. Не переживать сердцем, дуаем, хоть минимально. Это уже предательство, дорогие верующие. Это предательство притесненным. По отношению к притесненным. В другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи, сказал: «Афдулу сиями ба'да Рамадан». После месяца Рамадана самый лучший пост, какой он сказал? «Шахруллахи Мухаррам». Месяц Аллаха Мухаррам. Этот месяц. И хадис привел нам имам Муслим. Шахруллах. Почему сказано Шахруллах, месяц Аллаха? Мимбаби идафати та'зим. Аллах великий. Аллах великий. И этот месяц тоже великий. Почему? Потому что он отнесся, Аллах его отнес к себе его. Шахруллахи Мухаррам.
Поэтому, дорогие верующие, афдалу айями йомуль ашир. Самый лучший день месяца Мухаррама какой? 10-й день Мухаррама. 10-й день Мухаррама, баракаллаху фикум. Факад саму набию саллаллаху салям сияма. Посланник саллаллаху салям постился месяц Ашура. И также, то есть день Ашура, месяц Мухаррама, сахихайне приводится в Бухари Муслимом от Ибн Аббаса. Когда пророк саллаллаху салям пришел в Медину, и он увидел иудеев, постящихся 10-й день Мухаррама. Факала ма хада, что такое, сказал посланник саллаллаху салям. Талу хада йому салих, хада йому наджа Аллаху бани Исраиль мин адувихи. Это праведный день, сказали посланнику саллаллаху салям. И этот день Ашура Аллах спас израильтян вместе с Мусой. Фасамаху Муса, Аллах спас Мусу, израильтян, от кого? От фараона, от тирана. От кого? От фараона, тирана. Иншаллах, спасет Аллах также от фараона, тирана в сегодняшнем времени, иншаллах, притесненных. Шукран лилляхи та'аля. Почему не постятся? Ответили посланнику саллаллаху салям. Знак благодарности Аллаху. Если ты благодарен Аллаху за благо, которое Аллах тебе дарует, ты должен поклонением быть благодарен Аллаху. فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху салям, иудеи, я больше имею право, Муса, чем вы, иудеи, то есть израильтяне. وَنَحْنُ نَصُومُ تَعْظِيمًا لَهُ فَصَامَ وَأَمَرَ بِصِيَامِ. Посланник, саллаллаху салям, начал поститься и приказал поститься. Ураваху имам Ахмад приводит также у себя Муснади. وَيَوْمُ الَّذِي إِسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِ فَصَامَهُ نُوحٌ شُكْرًا لِلَّهِ. И также этот день Ашура, 10-й день, корабль, ковчег Ноя спасся. Где? Стал он на горе Джуди. А где гора Джуди? Разногласия. Однако более достоверное мнение, Аллаху а'лам, в Ираке она находится. وَقَدْ كَانَ صَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَا. Ашура, день поститься, был раньше ваджиб. Посланник Аллаха сказал, поститесь. А после этого насх было сделано. Но однако между учеными есть разногласия. Сумма нусихар вуджуб. Ваджиб, то, что было, оно было аннулировано. То есть обязательность было нужно поститься Ашура. А после было аннулировано и стало сегодня поститься сунна, истихбаб. Ибн Мас'уд приводит нам, Сахих Муслима приводится эта версия, «Ламма фурида Рамадан», когда Аллах нас обязал Рамаданом месяцем, турика Ашура, оставили Ашура, не постились день Ашура, не стал он обязательным, но сунна Ашура поститься. Вот в следующей неделе, вторник как раз будет Ашура. Вторник будет Ашура, 10-й день Ашура, попадается в этот год как раз. Итак, фаюхбируна Ибн Аббас. Ибн Аббас нам сообщает, «Ма раайту набия саллаллаху ятахарра сияму йому фадли аля гайрихи». Посланник саллаллаху салям не искал так дни, чтобы поститься, как этот Ашура. Илля хада льом, имеется в виду, как день Ашура, а посланник саллаллаху салям не искал. Как мы сегодня смотрим на календарь, спрашиваем шейха, когда нам Ашура были, чтобы поститься 9-10. Скажем, почему нужно поститься 9-10, быстро, иншаллах. Посланник, саллаллаху салям, хадис Бухари, мы же только что рассказываем, он также искал, то есть оберегал месяц Рамадан. Укара набию, саллаллаху салям, посланник Аллаха сказал в другом хадисе, Сахих Муслима приводится этот хадис, «Сияму йому Ашура, пост день Ашура, «Инни ахтасибу аля Аллахи юкаффира сана лати кабля». Посланник Аллаха говорит, я имею надежду, что Аллах простит за прошлый год грехов, если будет человек поститься день Ашура. Итак, посланник саллаллаху постился день Ашура. Хаддун набии саллаллаху саллям, из пути пророка Мухаммада, 10-й день поститься также сунна, но однако внимательно, мухалифатуль куфари фи ибадати ва амали. Из пути пророка Мухаммада саллаллаху саллям противоречит неверующим. То есть иудеи постились 10-й день, а ты теперь постись 9-й, 10-й или 10-й, 11-й. Или 10-й, 11-й. Противоречие им посланник саллаллаху саллям делал. В Ибн Аббасе приводится хадис посланника саллаллаху саллям, Муслимом его версии книги.
Хейна сама Расулуллах саллаллаху Ашура, когда посланник Аллаха постился Ашура, амара бисиями, он сам приказывал поститься Ашура. قال يا رسول الله إن يوم تعظم اليهود والنصارى, это день, который возвеличивает иудеи и христиане. О посланник Аллаха, сказали сподвижники. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха учит нас, чтобы мы противоречили иудеям и христианам. فإذا كان العام المقبل, если следующий год, я если доживу, инша Аллаху сумна леумуттаси, будем поститься 9-й день Тасуа, 9-й день Мухаррама и 10-й день Мухаррама. Если пропустил ты 9-й день, постись 10-й и 11-й, не оставь его одним. Однако, وهل يجوز إفراد العاشوراء بالصيام, вообще-то можно поститься один день Ашура, спрашивают ученых. يقول أهل العلم, люди знаний говорят, إنه لا مانع منه, не запрещено прямым запретом. وإن كان الأولى صيام يوم قبله أو بعده, но однако лучше поститься до Ашура или после Ашура, парный, чтобы был у тебя, 10-й день, чтобы не остался один. 9-й, 10-й или 10-й, 11-й, как мы сказали. И приводит шейх аль-Ислам ибн Таймия и другие ученые его. Бихи афтат ладжнату дайм аль-ифта фахтасибу айваль мубинун, о верующие, посчитайте. Варгабу фи сиями Ашура, желайте поста Ашура, раджаан ан ташмулакум рахматуллахи ва мафират, желая милости Аллаха и прощения. И также обновляйте каждый раз покаяние, дорогие верующие, обновляйте. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد, после этого, дорогие верующие, فاتقوا الله حق تقاته, бойтесь Аллаха должным образом. На самом-то деле, инна ни'ам Аллахи та'аля кафира, как мы сказали, блага Аллаха очень много. Но Аллах любит, чтобы мы эти блага встречали поклонениями, подчинением одному Аллаху. Бишукри ва хусни та'ати валь ибадати, чтобы мы были красивым образом подчиненные Аллаху, чтобы мы были поклонения. Как Муса, алейхиссалям, благодарил Аллаха, когда Аллах спас его народ, израильский народ, от тирана фараона. Также Нух, алейхиссалям, когда спасся, он также поклонялся Аллаху субхану ва та'аля. Когда спасся от тирании своего народа, они спаслись на ковчеге. Итак, дорогие верующие, инджа Аллаху лаху ва ликауми ва лихака адуви. И Аллах субхану ва та'аля лишает, бывает, праведников, когда они не справляются с тиранией, как Муса, алейхиссалям, его народ, израильский народ, верующие были, единобожники были, которые последовали за Мусой. А те, кто отказались, они стали неверующими. И также Нух, алейхиссалям, его народ, которые последовали за ним, стали за ним, уверовали Аллаху, его посланника, пророка Нуха, были в ковчеге, как в мечети, как мы говорим, ковчег Нуха, алейхиссалям, мечети. Есть люди, кто отказывается от мечети, не хотят зайти в ковчег Нуха, алейхиссалам. Итак, дорогой верующий, и мы должны встречать эти блага Аллаха покорностью Аллаху, поклонением Аллаху. Эта религия будет испытана. Как наши сестры испытаны наши сестры насчет никаба и хиджаба. Никаб в арабском языке имеется в виду, если, как говорится, чадра или хиджаби, одна или две дырки. Или одна или две дырки. Накаб это что? Дырка имеется в виду. Люди подумали, никаб это то, что надевают. Никаб это полностью то, что надевают обычно. Никаб это полностью, хиджаб тоже полностью. У ученых есть разногласия. Является ли закрытие лица обязательным или нет? У ученых разногласия. Хоть я ссылаюсь, когда я делал тахкик, исследование, искал эту тему, исследовал эту тему, когда учился в Египте еще, ссылаюсь, что хиджаб более, то есть хиджаб это имеется в виду никаб. Хиджаб это имеется в виду никаб. Синонимы. Хиджаб сегодня так понимает то, что видео показали в YouTube. Или муфтият сказал. Нет, это не хиджаб. Муфтият
муфтиятские органы, это не является большинство избранных ученых. Орган не является. Муфтият это не является самым избранных ученых, орган не является. Это ставленники со стороны государства. И они начинают обсуждать наших сестер, наших женщин, их хиджаб, начинают обсуждать. Когда они не имеют права об этом. Когда пришел текст в Коране и Сунне, мы сказали, религия будет испытана, и религия будет побежденная. Религия Аллаха останется. Все исчезнут, однако Аллах останется. Его религия останется, носители религии останутся. «Валь-акибату лиль-муттакин», как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает, что только богобоязненный будет последний. Кончина последний, только богобоязненный. Однако есть суннаты Аллаха. Этот мир будет разрушаться тогда, когда худшие люди будут. А худшие люди и разрушают мир. Когда трогают законы Аллаха, тут и разрушает мир. Сейчас не тема у меня объяснение, что такое хиджаб, что такое никаб, а ашура тема. Однако тут затронулась у нас тема, что и религия испытает, то есть испытуем будет обязательно. Сурат Мумтахини, как Аллах нам приводит, об испытании говорится Сурат Мумтахини. И хиджаб, носители хиджаба, наши сестры, будьте покорны Аллаху, где бы вы ни были. Берегите свой хиджаб, где бы вы ни были. Некоторые сестры попадаются в интернет-пространство, все они забывают. Блогершами становятся. Блогершами. Валь-аязу билля. Нельзя себя выставлять, дорогие сестры. Нельзя себя выставлять. Это уже не хиджаб. Та сестра, которая себя выставляет на публику, это уже не хиджаб. Хиджаб – это закрыться. Быть у себя дома – хиджаб. Выходить чадрой – это хиджаб. Только по необходимости выходит женщина из дома. Необходимость для жизни. Итак, дорогие верующие, эта религия притесненная, как в Франции, как в других местах, как в России, как в Дагестане, без разницы где, Чечне это был, не без разницы где это. Эта религия притесняется. Почему? Потому что нету силы за этой религией. Не стоят силы. Когда была бы сила, тогда замолкли бы. Как во время Умар ибн Хаттаба, как во время Му'тасима, как во время хоть минимального время Османа, Дауля Османия. Нету носителей религии должным образом. Не защищается от религии. И носители религии не защищаются. Почему? Да потому что секты, группировки, расколы, много мнений. Когда говорит Аллах, «Я айюхан наби, кулли азваджика ва банатика ва ниса'ил му'минин, юднина алейхинна мин джалабибихинна». Сурат Аль-Ахзабе Аллах приводит этот аят. О, пророк, скажи, кому сказать? Своим женам только? И не умудряется еще толковать этот аят, это имеется в виду своим женам. Я айюхан наби, кулли азваджика своим женам, ва банатика своим дочерям, ва ниса'ил му'минин, верующим женщинам. А, ваши женщины неверующие тогда, получается, с ваших слов, муфтият, с ваших слов получается, ваши женщины неверующие, или блудницы, как Аллах говорит. С ваших слов Аллах говорит, «Залика», то есть таким образом легко будет познавать их от блудниц и неверующих женщин, и свободных женщин. Свободная женщина, когда Умар ибн Хаттаб увидел закрытую рабыньку, сказал он, ты же рабынька, ты же не свободная, ты не имеешь права покрыться. Только свободные женщины имеют право покрыться, не забудьте. Свободные женщины имеют право покрыться, Умар ибн Хаттаб сказал. Но рабыньки не имеют права покрывать свое лицо, сказал Умар ибн Хаттаб. А рабыньки своих страстей открываются легко. Я не имею в виду, задевая как у кого-то честь, баракаллаху фикум. Имею в виду, оставьте законы Аллаха, если не следуете за ними. Те, кто следует, скажите, альхамдулилля, пусть Аллах благословит вас. И сидят еще блогеры из муфтията, обсуждают хиджаб. Они под ними глаза смотрят, не смотрят. Что несете вообще, субханаллах? Кто не смотрит? Альхамдулилля. Много кто не смотрит, это харам. Но сам хиджаб не обсуждает. Просим Аллаха, субхану ва тааля, благополучия разума всем людям заблудшим, кто посягает на законы Аллаха,
Нас'ал Аллах ядж'аляна мин ахли сунна валь джамаа. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах сделал нас ахли сунна валь джамаа в действительности. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля афия фи дунья валь ахира. Просим Аллаха благополучия в этом мире и ахирате. Просим Аллаха показать нам истину истиной, ложь ложью. Просим Аллаха наставить нас на истине, и чтобы мы стойко стояли на истине. Просим Аллаха, чтобы мы сторонили лжи подальше. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля стойкости нашим сестрам в хиджабе. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля стойкости нашим братьям, где бы они ни были. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля лечения нашим больным братьям и сестрам. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля умершим, усопшим нашим братьям и сестрам прощения и милости за них мы просим. Аллахума амин. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля освободить наших заточенных братьев и сестер из плена. О Аллах, освободи их, помоги им. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت أقم الصلاة.